Мы сейчас делаем обзор с анализом проведенных нами ифтаров. Все началось с 4 мероприятий разъяснительной работы. Так что же такое ифтар? Что такое ураза месяц? Вот понять это, прочувствовать это. Главное, вот, как мы считаем, это долг наш перед Аллахом, долг перед предками. Ведь тысячи лет до нас был этот месяц ураза. И главное здесь мотивация, поступки, намерения, мысли. И молодежь наша, к сожалению, не все до конца понимают вот эту внутреннюю глубину мысли месяца ураза. И мы проводим каждый год, все 28 лет, мы каждый год проводим перед месяцем ураза, за 1,5 месяца, за месяц, за 2 недели. И накануне мы проводим 4 мероприятия с разъяснительной работой. Эту работу, во всяком случае в Москве, кроме нас, никто не делает. Мы неоднократно призывали муфтияты Москвы, все 9 муфтиятов, которые здесь есть. Нужно разъяснять. И после этой разъяснительной работы люди более к этому подготавливаются, более глубже и более с анализом к этому подходят. И многие начинают держать пост. Вот. Поэтому вот это какая-то несколько недоработка муфтиятов Москвы. Вот. Мы, в свою очередь, эту работу считаем необходимой и будем, конечно же, продолжать. Как же прошел этот месяц постов? Первое. У нас уже по традиции 5 лет подряд мы бываем на первом ифтаре в Казани, в Туган-Оолым, у нашего друга Радика. Но нынче этот первый день, 1 марта, интересно тем, что мы там общались и с православной церковью, руководством Татарстана, отцом Кириллом, и туда приехал после встречи с Владимиром Владимировичем Талгат Таджиддин, и он выступил там после этой встречи с нашим президентом. И очень много интересных людей, послов, вип-персон. И вот мы получили такой импульс первый день в Туган-Оолым. Потом, значит, это был не наш ифтар. Мы были там гостями. Потом, значит, 2 марта по традиции второй ифтар у нас был. Это каждое воскресенье, все 3 недели подряд мы проводили студенческий ифтар. Мы не пропустили ни одного воскресенья. Вот, 2 марта был студенческий у нас ифтар. Нас осуждают за то, что мы собираем денег со студентов. Но все должны платить закят, все должны принимать участие в благотворительных мероприятиях, потому что это вырабатывает у человека духовность, и вырабатывает у человека чувство сопричастности. Вот. И поэтому вот эти вот разъяснительные работы, хазряты, вот эти мероприятия со студентами, мы к ним подходим к особым тщательностью подготовкой. Вот. У нас очень хорошо прошел вот этот вот студенческий ифтар, люди настроились, это был всего лишь 2-й день. 2-й ифтар у нас был, это мы собрали на нашей площадке здесь все председатели общин тюркских народов Москвы. Это у нас проект 11-й год. И мы собрали здесь вот этих, значит, председателей общин тюркских народов, и в том числе после печальных событий в Крокусе мы теперь приглашаем и таджиков. Все были, все мы поговорили, особенно в наше время, вот в это неспокойное, то, что председатели общин собрались на нашей площадке, мы вместе почитали Дега, у нас вместе был ифтар, это как-то консолидирует тюркскую общину Москвы. Дальше по традиции у нас был, значит, 3-й ифтар, это ифтар с врачами Гиппократ, клуба Гиппократ. Мы на ифтар приглашали и медсестер, и в возрасте врачей, которые уже сейчас на пенсии. Вот это тоже у нас традиционный ифтар клуба Гиппократ. Ну, значит, 4-й ифтар у нас был опять студенческий.
Пятый ифтар у нас был на площадке Альбир Хазрята, это здесь на Пролетарской. Мы собрали активистов Московской области и общественники Москвы. Шестой ифтар у нас был на нашей площадке. Он был молодежный башкирский ифтар. Это тоже у нас традиционный. Мы здесь собираем, у нас две группы. Одна группа студентов башкир, вторая группа молодежи башкир. Мы эти группы объединили, и такой был чисто башкирский молодежный ифтар у нас. Седьмой ифтар у нас уже по традиции, вот как понять результат и общественной организации. Вот такие ифтары, как вот у нас был, когда у нас активисты без напоминаний, без сами, которые с нами там 10 лет, 15, 20, вот они собираются в группы, они все познакомились у нас, они, многие из них теперь финансовые группы, общий бизнес, многие семейные, многие общаются по 10-15 лет, они все познакомились у нас, и все наши выходцы. И вот активисты нашего штаба, значит, организовали, финансировали вот этот ифтар на нашей площадке. Ну, восьмой ифтар у нас опять был студенческий. Потом у нас вот этот вот активисты провели еще один ифтар, активисты. Потом, значит, у нас был ифтар, вот этот третий ифтар уже студенческий, молодежный, воскресенье. Потом мы также провели два ифтара нынче в Закамской зоне. Мы принимали там и финансовое участие, и видеосъемка. Значит, и наша молодежь организовала тоже без напоминаний. Это молодежь, которая у нас филиал нашего конгресса татар Закамской зоны. Потом, значит, мы провели еще один ифтар повторно у Альбир Хазрята на Пролетарской. Это башкирский и активисты Московской области. У нас получается в общей сложности 4 ифтара, которые организовали, финансировали. Это все наши активисты на нашей площадке с приглашением нашей молодежи. Вот, они собираются там по 10 человек, по 8, собирают финансово, и каждый из них приглашает своих друзей. Это в какой-то степени привлечение в штаб новых татар-башкир, привлечение каких-то новых людей. Вот, поэтому у нас это очень хорошо получилось. Хотелось бы отдельно сказать про несколько ифтаров, на которых мы были гостями. Очень впечатление хорошее оставил ифтар, нас пригласили в гости. Наш друг, наш активист бывший, Радик, диджей Нижегородской области. Вот этот. В ресторане «Мирадж» собрались цвет певцов, артистов Нижегородской области. Этот ифтар был настолько дружеский, семейный. Вот так хорошо был организован группой диджей Радика вот этой организации. Также, значит, у нас Гульнара ездила в Казань, посетила одних из таких культовых, наверное, ифтарах. Это вот фэшн, это женский ифтар на 1500 людей. Он такой символический. И второй она посетила республиканский ифтар на 14 800 человек. 2 ифтара мы посетили в Казани. Также мы в качестве почетных гостей были приглашены в шатер на, значит, ифтар Башкирии, полпредства Башкирии. Приятно, что все нас знают, все нас признают. Практически многие считают, что мы из Башкирии. Мы большую работу проводим с башкирской молодежью по консолидации, по мероприятиям, по идеологически направленным. И в завершении вишенкой на торте и таким кульминационным моментом это, конечно, Ураза Байрам, где мы делаем вот эти вот наши активисты, которые организовывали ифтары, это люди, которые с нами 15-20 лет уже с нами. И еще туда пригласить активистов молодежи, вот такой передача эстафетной палочки, активности,
Вот это вот мы каждый год это делаем, чтобы вот молодое поколение посидели за столом с нашими аксакалами, с нашими ветеранами нашего движения. Вот это очень символично, и мы все это делаем на Ураза Байрам каждый год. У всех очень позитивное настроение, все очень довольны. Мы почитаем всем дога, кто принимал участие в ифтар. У нас выписаны все имена, фамилии, имена отцов. Мы всем почитаем неоднократно дуга. Главное, чтобы Аллах принял наши молитвы. Біздің дұғаларны кабул етсін, Аллах Тааля. Вот. И главное, мы бываем в этом месяце богобоязненные. И мы настраиваем себя, лишнего не говорить, мысли, чтобы у нас были нормальные, помыслы нормальные. И мы себя стараемся контролировать, мы богобоязненны в этом месяце. Как бы вот это вот нам такими и быть в течение года. Сейчас очень много разговоров, а нужны ли эти ифтары вообще, вот это. Не проще ли дома по кухням, по семьям с детьми проводить эти ифтары? Но у нас другая позиция, у нас другая функция, у нас другое назначение и другая миссия. У нас миссия сохранения татарского языка и культуры в этом большом мегаполисе. И она не получается без мусульманства. Поэтому мусульманство это у нас один из точек опоры. Мы вот поэтому вот сохранение нашей культуры и языка видим в том числе и через мусульманство. Мы будем проводить дальше эту работу, разговаривать с молодежью. Раз в месяц мы обязательно будем проводить религиозные мероприятия с разъяснительной работой. Нынче, как никогда, на все 15 ифтаров были разные хазряды, разного возраста, разного менталитета, выходцы из разных областей. Мы всегда, навстречу практически всегда, у нас присутствовали хафизы. Это присутствие хафизов, оно поднимает уровень и смысл мероприятия. Практически наполовину ифтарах у нас был профессор Мухаммед Рош, муж Валерии Пороховой. И вот как приятно, что люди неравнодушные, они задают вопросы, им мусульманство интересно. После наших этих бесед многие поступают в медресе, начинают получать мусульманское образование. Мы и в этом видим тоже результат нашей деятельности и результат наших вот этих вот достижений это наше. Поэтому пожелать всем хорошего здоровья, давайте заботиться о взрослом поколении, о бабушках, о дедушках. Будем читать дуга, собираться и проводить вместе наши мусульманские мероприятия.